Здравствуйте, ребята! Сегодня урок истории провожу я, Баяхметова Мария Албакировна, учитель истории школы-гимназии города Лисаковска. Посмотрите, пожалуйста, видео и определите тему нашего урока. В этом году глава государства Нурсултан Назарбаев объявил казахстанскому народу о начале третьей модернизации страны. Идеи сохранения национального кода и духовного сознания лидер нации отразил в авторской статье «Взгляды в будущее. Модернизация общественного сознания». Ключевыми моментами широко обсуждаемой программы Елбасы являются проекты «Медини Мура», «Цифровой Казахстан», «Халық тарих толкында», «100 новых лиц Казахстана», «Туған жер» и «Духовные святыни Казахстана». Президент страны призывает народ независимого Казахстана использовать уникальные исторические шансы и самим построить лучшее будущее. Тема нашего урока – национальная идея «Мәңгілік ел». Исследовательский вопрос: в чем консолидирующая роль идеи «Мәңгілік ел»? Цели обучения: оценивать значимость общей национальной идеи «Мәңгілік ел», оценивать роль Ассамблеи народа Казахстана в укреплении межконфессионального, межэтнического согласия и внутренней стабильности, обосновывать необходимость государственных программ, направленных на возрождение национальных ценностей. Критерии оценивания: обосновывает необходимость государственных программ, направленных на возрождение национальных ценностей, анализирует содержание статьи «Мәңгілік ел», оценивает значимость общенациональной идеи «Мәңгілік ел». Ребята, вы знаете о том, что 1 марта 1995 года Ассамблея народа Казахстана была создана по инициативе первого президента нашей страны Нурсултана Абишевича Назарбаева. В этом году мы отметили 25-летие этой организации. Одной из важнейших особенностей казахстанского общества является многообразие этнических культур, которые самым непосредственным образом сказались на национальном сознании казахстанцев, на мировоззрениях, ценностно-нормативных установках, а также в целом на политической культуре. И вот большую роль в том, чтобы народы Казахстана жили в единстве, чтобы могли найти общий язык, сыграла Ассамблея Казахстана. Пожалуйста, оцените роль Ассамблеи народа Казахстана в жизни нашего общества. Я прошу вас обратить внимание на дескрипторы и привести примеры участия Ассамблеи народа Казахстана в укреплении межконфессионального, межэтнического согласия и внутренней стабильности, и оцените роль Казахстана в укреплении положения в нашей стране. На это у вас 5 минут. Следующее видео.
Патриотический Какие акт ценности «Мангалик-Ель» легли в основу приняли на акции 24-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. Проект документа прошел обсуждение во всех регионах страны. Свои предложения внесли крупные общественные объединения, творческие союзы и научные общества. Проект патриотического акта был также одобрен на ежегодном форуме патриотов в октябре прошлого года. Документ вобрал в себя основные ценности и принципы национальной идеи «Мангалик-Ель». В основу акта легли такие истины, как благополучие семей, гостеприимство и трудолюбие, стабильность, безопасность, единство и уверенность в завтрашнем дне. Документ призывает укреплять и передавать от поколения в поколение основы Мангалик-Ель. Главные направления – его независимость, общенациональное единство, мир и согласие, индустриальное и инновационное развитие, бережное отношение к природным ресурсам, культ образования, а также общество всеобщего труда. Мы единодушно утвердили общенародный документ дружбы, единства, согласия всех казахстанцев. Буква и дух патриотического акта воплощены в великие ценности, которые созданы трудом и мудростью воли всего нашего народа. Они не придуманы в кабинетах. Это плоть от плоти нашей независимости, которую мы обрели, укрепили, вместе будем развивать. Сейчас в течение 10 минут вы поработаете в тетради. Перед вами 7 невыясненных основ Мангалик-Ель. Пожалуйста, приведите аргументы, что именно они составляют незыблемость национальной идеи. Вы можете остановить видео, прочитать эти ценности, эти основы и написать свои ответы. Это будет ваше личное мнение. Итак, как вы думаете, почему в национальной идее основная ставка делается на молодежь? В многолетнем споре о Вот национальной экзамен идее скрипторы. наконец-то поставили точку, считает также видный можете ученый, остановить ректор видео гуманитарного университета и имени спокойно Кунаева ответить Омрали на Копабаев. вопрос. Страна, которая за небольшой отрезок времени досрочно выполнила стратегическую программу до 2030 года, способна воплотить в жизнь идею Мангалик-Ель, о которой веками мечтали наши предки. Все, что нужно, это сплотиться вокруг национальной идеи и уверенно идти по заданному курсу Казахстан 2050, так считает ученый. За эти 20 лет у нас было, мы говорили о национальной идее. Вот, говорили интеллигенция, писатели все. Ну, какая должна быть у нас идея? Вот, наконец-то, наш президент в последнем послании сказал Мангалик-Ель. Это вечный народ, если так сказать, который, значит, сплотила вокруг себя многие народы. Вот сейчас президент ставку делает на молодежь. Это все делается для них. 12 апреля 2017 года вышла статья первого президента нашей республики Нурсултана Абишевича Назарбаева «Болашакка Багдар. Рухани жаңғыру. Взгляд в будущее. Модернизация сознания». Скажите, пожалуйста, почему президент назвал первым условием третьей модернизации общественного сознания сохранение своей культуры, собственно, национального кода? Что такое национальный код? Что и почему является важнейшей чертой патриотизма? Какие 3 особенности сознания называет первый президент Нурсултан Абишевич Назарбаев? И как вы думаете, почему?
Перед вами 3 дескриптора. Работать вы можете с учебником «История Казахстана» издательства «Алматы Мектеп», страницы 240-241. Это последний, 60-й параграф. Работаем в течение 7 минут. Итак, подведем итоги урока. Вы отвечаете на исследовательский вопрос, в чем контролирующая роль Гусейна Мангликель. Это может быть почта, это может быть классик, это может быть документный эссе Она или продолжалась 1,5 века, и решающим стало сражение, которое в 1729 году произошло в местечке Аныракай. Казахские воины на голову разбили врага, который до этого казался непобедимым. Что же помогло нашим предкам одержать эту важную победу? Отметим, что в те времена казахи были разделены и разрознены. Но когда пришла беда, правители стали говорить о необходимости объединиться. В 1726 году состоялось собрание, на котором было принято это важное решение. С этого момента и началась история побед объединенного казахского войска над захватчиками. Эти события наглядно демонстрируют, только единая нация способна противостоять трудностям. Стоило возникнуть разногласия, как это незамедлительно стало грозить крахом государственности. Чтобы государство состоялось, необходимы дух нации, достоинство нации и вера в нацию. Эти слова принадлежат Нурсултану Назарбаеву. Им была выдвинута и озвучена идея, которая носит название Мангелик-Ель, что означает «вечный дом». И знать ее суть и понимать должны все образованные люди, живущие в нашей стране. Так в чем же значение формулы «Казахстан – вечный дом»? Наша страна многонациональна. И сегодня казахстанец любой национальности и религиозной принадлежности – это равноправный гражданин страны. Но не стоит забывать не только о правах, но и об обязанностях. И долг, и честь любого человека – быть полезным своей стране, быть ответственным за судьбу своей Родины. Здесь особая роль отводится всем 3 поколениям. Старший. Его мудрость должна помочь младшим не сбиться с верного пути. Среднее поколение. Оно помнит распад Советского Союза и рождение нового независимого Казахстана. Это было время сложных и трудных решений. И опыт, который тогда был приобретен, поможет пройти сквозь невзгоды сегодня. И, наконец, младшее поколение. Молодежь – это воплощение всех надежд. Все, что делается сегодня, делается ради будущих поколений. Многие люди, живущие сегодня в стране, родились как раз тогда, когда и появился наш независимый Казахстан, то есть они ровесники республики. И до 2050 года они будут принимать участие в исполнении порученной им важной программы. А потом уже им самим, да и многим из вас, нужно будет определять дальнейший путь. Почему именно 2050 год? Эти сроки совсем конкретные, а не какие-то размытые, обозначил национальный лидер в стратегии «Казахстан-2050». За это время мы должны не только сохранить то, что уже имеется, но и приумножить то, что создали наши отцы и деды. Именно в стратегии расписаны все главные направления в развитии экономики, политики, науки, все то, что сделает Казахстан действительно сильным государством, общим домом для счастливых людей. Какие они, казахстанцы будущего? По мнению Нурсултана Назарбаева, это общество образованных, свободных людей, говорящих на 3 языках. Они граждане мира, они путешествуют, они открыты новым знаниям, они патриоты своей страны. И сегодня мы уже угадываем черты этого будущего общества, глядя на молодежь, которая ставит перед собой сложные задачи и исполняет их, которая стремится участвовать в строительстве будущего страны. Казахстан 2050 года – это общество трудолюбивых людей, государство с сильной экономикой, где все делается для человека, где лучшее образование,
лучшее здравоохранение, где царят мир и спокойствие, граждане свободны и равны, а власть справедлива, где верховенство закона. Но, несомненно, пройти столь сложный путь можно только сообща и при поддержке всего народа. Поэтому ответственность за реализацию курса лежит не на чиновниках, а на самих жителях Казахстана, на каждом. История свидетель. В непростые времена наш народ всегда объединялся и побеждал. Так было почти 300 лет назад у Анарыкая, где казахи показали, что вместе они сила. В тот момент преданность своей земле и здравый смысл взяли верх. Этот подвиг совершили предки каждого из нас. Ребята, на эту работу вам дается 5 минут. Ну и напоследок, так как это последний урок, подарок учителя, отдохните и включите, пожалуйста, эту ссылку и посмотрите. Я думаю, что это будет хорошее пожелание вам счастливого пути, счастливой дороги. До свидания. Спасибо за участие в уроке.